что, вот для людей, которые нас смотрят, АТР это не только, это не я там, это не ты отдельно, это не отдельные люди, да, которые, конечно. это явление сущности, это сущность Крыма, это сущность сопротивления. Этот канал смотрел весь мир, когда была аннексия Крыма. Это канал, кадры брали все ведущие телеканалы мира, потому что мы были на острие всего этого, мы освещали все, что происходило. Мы не согнулись, но я тогда не работал. Ребята не согнулись за год под оккупантами, не повесили русский флаг, поэтому их уничтожили и додавили до конца. И самое главное, что для людей, которые смотрят нас в Крыму и на других оккупированных территориях, да, потому что смотрят везде, мы знаем, да, для них это не мы, это даже не АТР, и это даже не Меджлис, это государство Украина. И это они видят, что государство Украина поворачивается к ним вот так вот спиной, понимаете, в полупрофиль, а потом раз и затылок. Вот, и именно так люди пишут и говорят, а что, мы теперь все, да, что, гудбай? Да, это еще началось с того момента, когда были закодированы главные каналы, и 89% вещания украинского как языком срезало. И это при том, что люди приходят в классе медийщики и говорят, что мы победим Путина в медийной войне. Ну, пока эта победа называется снять все части, увести их с фронта, просто с медийного, да. И еще, а кто тут еще сопротивляется? Телеканал АТР, да. Ну, давайте, так сказать, приостановим, удовольствие этого канала, а там посмотрим, что будет. Я далек от мысли, что кто-то это программировал. Если это так, то это просто предательство, тут говорить не о чем, да. Но я хотел бы, чтобы в этой системе был найден сбой, чтобы он был исправлен, потому что то, что сейчас происходит, это просто плевок в наших зрителей. Это плевок во всех украинцев, живущих на оккупированных территориях, кто любит нашу страну, кто понимает, что Крыма без Украины не бывает, как и наоборот, да. Это плевок в патриотов здесь, и это очень некрасивая история для власти, потому что, тем более для власти, которая декларировала себя как медиасилу, кроме всего прочего.